Испытано на себе. Вчера было собрание нашего актива, где мы решили, что нужно помочь нашей республике в общем целом, и собрали инициативную группу из 15 человек и вот выехали на место пожаров, чтобы помочь. Это наш первый выезд, но люди, некоторые ребята с опытом, которые и в прошлых годах тушили пожар, и в целом и новички есть. Так, команда комбинированная, можно сказать. В данное время в республике очень сложно с пожарами. Призываю всех активных и неравнодушных прийти и помочь с тушением пожаров и, в общем, волонтерской деятельностью. Что, друзья, всем привет! Сегодня у нас второй день, соответственно, вторник. И сейчас нужно будет обследовать местность, просеку. Отсюда. Километр Где-то 200 метров, 120 метров, как будто ее нет. Мен прямо в уста. Мен батарам бапатам. Трасса батарам бапатам. No signal. Это и так как проверка. Трактор на химби. О, Холланд так. Go home. Борьба с пожаром — это не только непосредственное тушение самого огня, но также много времени проводится над тем, чтобы предугадать дальнейший ход развития событий, выбрать нужную тактику, где пропахать трактором, например, минерализованную полосу, также куда направить большее количество людей, где-то ставить просто окарауливание. И сегодня в первой половине дня мы двигаемся вместе с координаторами работы по ликвидации пожара близ поселка Магарас. Помогаем квадрокоптерам выяснять нюансы местности, где прошел пожар, где он может пройти. Также размечаются маршруты для трактора с плугом, чтобы сделать минерализованную полосу. Было дано задание трактористу, был показан маршрут,
И сейчас мы решили отправиться в то место, о котором мы показывали вам во вчерашнем выпуске. Там, где идет достаточно сильный пожар. Сейчас я не знаю, насколько там серьезная ситуация. Мы сейчас приедем на место и все увидим своими глазами. До утра на окарауливании минерализованной полосы дежурила водовозка с добровольцами. Пожар удалось сдержать, не дать ему распространиться дальше. Данный участок находится западнее поселка, но есть еще критические очаги пожара, огнеборцы, их называют головы. Во второй половине дня мы стали свидетелями работы по отсечению одной из последних голов в этом секторе. Мы сейчас выезжаем из лагеря отряда из Горного Алтая. Они занимаются очень специфическим делом. Они останавливают огонь при помощи отжига, при помощи встречного огня. Это высококвалифицированные работники, которые сейчас покажут свою работу. Как раз сейчас у нас появилась такая возможность просто посмотреть и стать свидетелями этого действия. По прибытию на место и перед тем, как запустить встречный огонь, нужно было точно измерить расстояние и осмотреть территорию. Мы снова отправили дрон на разведку. Как видите, запуск встречного огня должен был произвестись по кромке просеки. С правой стороны вы можете наблюдать пожар, который приближался к минерализованной полосе. И шанс перекинуться на другую сторону был очень велик. Именно поэтому было принято решение привлечь специалистов для запуска встречного огня. Перед тем, как начать отжиг, производятся подготовительные работы. Отряд добровольцев наполняли ранцы водой, чистили просеку. Первым пошел горноалтаец с бензопилой для очистки просеки от деревьев. С ним отправились добровольцы, которые только и успевали, что откидывали стволы подальше на другую сторону. Через некоторое время сотрудники горноалтайского отряда приступили к запуску встречного огня. Вчера был прорыв нашей мемполосы, и решили, там ребята работают с Горного Алтая, приехали, они с 5 числа у нас работают, и попросили их помочь для проведения отжига. Трактор ночью выехал, приехал, удачно опахал вот этот участок, это примерно километр 200. Сейчас они отжигаются. Вот процесс отжига это очень такой специфический. Именно специалисты должны проводить. У нас проводит именно авиалесоохрана и Якутга. Есть ресурс, который владеет те, которые с опытом. Не каждый будет проводить. Вот сейчас видите,
профессионально они выбрали и ветер, и время, которое сейчас время 6:30, они начали отжигаться в 4 часа. И самый тот момент, который как бы безопасен, чтобы провести можно отдых. И округливать. И здесь работает 10 мобилизованных местное население, 8 добровольцев с города Якутска вчера приехали, и студенческий отряд, который сегодня только прибыли. Ребята, количество 15 человек. Ну и закончим, до вечера закончим. И останется этот огнеборцы уйдут дальше, у них свой участок, и что осталось у них 2 километра. Но попросили, чтобы в этом участке сегодня ловить. Если этот участок мы не поймаем, не получится, то у нас проблемы начнутся в сторону Ачуев-Юрех, это в сторону Маграса пойдет. Поэтому один из важных рубежей сегодня мы ловим. И удачно. Ну, спасибо ребятам, которые приехали и показывают профессиональный отдых, как проводится. Друзья, это был очередной выпуск дневника добровольца. Кстати, хотелось бы отметить, что вот за моей спиной находится водовозка. Это одна из 5 водовозок добровольцев. Это ребята сами изъявили желание помочь жителям поселка Магарас и на водовозках прибыли сюда буквально вчера. Ну а уже сегодня ожидает приезд специализированной техники, около 18 водовозок, которые будут, соответственно, также помогать в тушении пожара. Ну, надеюсь, что все будет очень хорошо, и желаем всем терпения. Ну и, конечно, призываем по возможности принять участие в качестве добровольцев, присоединиться к общему делу, к тушению пожаров. Испытано на себе.